Каля 900 пар хірургічных пяльчатак, 700 аднаразовых і шматразовых масак, 50 хірургічных шапачак і каля 40 літраў дэс-сродкаў перададзены установам аховы здароўя Баранавіцкага района. Такая дапамога, улічваючы складанае эпідэміялагічнае становішча, залішняй не будзе. У акцыі па добраахвотным збору сродкаў на дапамогу медыкам узялі ўдзел дэпутаты Баранавіцкага раённага савета і кіраўнікі сельвыканкамаў. Я хочу поблагодарить наших медиков, сказать им слова благодарности, наверное, за то, что они мужественно преодолевают те трудности, которые есть, и лечат наших бабушек, дедушек, наших сестер, братьев, внуков и внучек на селе. Ну и поблагодарить, наверное, депутатский корпус, тех, кто откликнулся, и откликнется еще на наш призыв именно помочь нашей системе здравоохранения. Я как депутат районного совета и как человек, и понимаю, что и мои коллеги, депутаты все, не можем остаться в стороне и не помочь нашим медикам в такой сложной ситуации. Я знаю, что сейчас это очень актуально, особенно средства защиты. Мы своих личных средств сложились, и вот кое-что приобрели, сегодня преподнесли нашей районной поликлинике. Всього ў Баранавіцкім раёне працуе каля 500 медыцынскіх работнікаў, кожны з якіх у гэтыя няпростыя часы на вагу золата. У нас на районе 50 организаций здравоохранения. И медицинские работники при выполнении своих профессиональных обязанностей ежедневно, ежечасно используют средства индивидуальной защиты. Хочу сказать, что гуманитарную помощь нам оказали и Белорусский союз женщин, и движение «Беларусь», и БРСМ, и районный профсоюз. В это время нам важна любая поддержка, и мы выражаем свою благодарность всем, кто нам оказывает помощь. Акрамя дапамогі са сродкамі індывідуальнай абароны, прадпрыемствы раёна пералічылі 72 тысячы рублёў на закупку санітарнага аўтамабіля хуткай дапамогі для вольнаўскай падстанцыі хуткай і неадкладнай медыцынскай дапамогі. Алена Ракуць, Мікалай Руцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».